На выходе у нас вода очищенная, которая не имеет запаха. Факел кекса. Она делала это много раз, но в день открытия нового инжинирингового центра волнение дает о себе знать дрожью в руке. Хади Арчакова работает над выведением сорбентов из растительных отходов. Сорбционные материалы по своей природе имеют свойство поглощать определенные вредные соединения. Полученными сорбентами аспирантка очищает воду от нефтяных отходов. Чистую жидкость, лишенную запаха, все же пить не стоит, хотя вполне можно использовать в технических целях. Моя тема актуальна тем, что она решает сразу две проблемы. Первое – это очистка воды, и второе – это утилизация отходов в сельскохозяйственной промышленности. В качестве материала при производстве сорбентов применяют очень много видов природного и растительного сырья. Это шелуха овса, лузга гречихи и подсолнечника, шелуха овса и риса, скорлупа грецкого ореха, кукурузные початки и многое другое. Разработка модифицированных сорбционных материалов на основе терморасширенного графита и отходов растительного сырья – это одно из главных направлений инжинирингового центра. Результаты исследований, возможно, внесет свой вклад в очищение водной поверхности и почвы от нефти, нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Открытие Национального инжинирингового центра в Ингушетии на базе ИНГУ стало возможным благодаря победе в конкурсе вузовских пилотных проектов, создания и развития инжиниринговых центров. Этот конкурс был проведен Минобром России. Это способствует в первую очередь, как вы уже сейчас говорили, конечно, повышению качества образовательного процесса в ВУЗе. Это само собой разумеется за счет привлечения студентов, аспирантов, магистрантов к реальным научным проектам, которые проводятся в рамках инжинирингового центра. Ася Евкурова работает с прибором термоскан. Он помогает разработать стабилизаторы, которые предотвращают или минимизируют выделение вредных веществ при нагревании полимера, того самого, из которого изготавливают пластиковые бутылки. Открытие инжинирингового центра при университете значительно облегчило работу молодого исследователя. Раньше приходилось перемещаться по республикам, теперь нужно лишь по коридору собственного университета. Раньше мне, например, чтобы написать диссертацию или определить какие-то свойства, надо было ехать в Нальчик. А сейчас именно это аппарат, который закупили, мне очень сильно поможет, если честно. А для инжинирингового центра, именно для этого центра, у нас же получение сорбентов. Вот, как только мы получаем сорбенты, он определяет его свойства. Центр включает в себя 3 лаборатории производственную, химического и спектрального анализа. Они оснащены современным оборудованием. Над каждым прибором вывешен информационный щит, где указана вся необходимая информация. Установка для производства терморасширенного графита – самый крупный прибор инжинирингового центра. Когда мы пишем карандашом, эти слои остаются на бумаге, слои графита, графит – стержень карандаша. Эта установка позволяет нам расширять вот эти слои, отслаивать эти слои и получать таким образом вот такой вот материал. К празднику открытия инжинирингового центра присоединился и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров осмотрел все лаборатории и пообщался с аспирантами университета. Люди науки стараются говорить как можно проще, но привычка изъясняться химическими терминами проявляется вновь и вновь. Но практическое объяснение с образцами, пожалуй, служит самым настоящим сорбентом химических загадок. Цель моей работы – это получение красителей нового поколения и улучшение его качества. Значит, у меня здесь 2 красителя – это фенилацетилсиловая кислота на основе и натуральный краситель. По центру распространяется цветочный запах. Здесь много цветов, делают вывод гости центра. Исследователи спешат переубедить – это не цветы, а наше мыло, которое изготовлено из местного сырья – говяжьего, бараньего и гусиного жира. В него добавляют фуллерен, который придает мылу сильные антисептические свойства. А такое производство заодно позволяет экологично утилизировать отходы. В конференц-зале центра представлен стенд с изготовленной продукцией. Совещание, где обсуждают дальнейшие планы развития центра, прошло здесь же. Здесь должно быть, если мы центр такой создали, не сами по себе, как называется, а критерии оценки этого центра. Кто оценивает центр? Если они будут там каждым вот этими делами заниматься и не будут выходить за пределы этих помещений, то какой смысл в этих центрах, да? Это такой критерий оценки деятельности, да, и чтобы мы это все наблюдали, видели, чтобы мы не стояли на месте.
Давайте в этом тоже направлении поработаем. Затронули и вопрос необходимости участия в крупнейших научных выставках, сотрудничества с нефтяными компаниями, работающими в регионе, и рост профессионализма научных исследователей. Которые будут в реальности соответствовать заявленным, позволят нам быть конкурентоспособными, и что наша продукция будет востребована для производства Российской Федерации. И это в рамках импортозамещения, с одной стороны, и с другой стороны, для промышленных предприятий, переработки нефти, добычи нефти и так далее. Возможности центра позволяют удовлетворить запросы промышленников в области добычи нефти, ее переработки и перевозки, минимизируя при этом экологические нагрузки на окружающую среду. Это в год экологии как никогда актуально. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Майырбек Миржоев, Новости 24.